за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных событиях из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Обмен опытами и достижениями с дружественным государством. Делегация Республики Беларусь прибыла в Якутию для организации совместной работы. Республика Беларусь – один из больших, крупнейших поставщиков в Российскую Федерацию. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы именно сюда, в Якутию, доставлялись самые качественные, самые лучшие продукты из Республики Беларусь. Материал повышенной прочности, изготовленный на территории многолетней мерзлоты. В республике запустили производство щебня из плотных горных пород. Материал, который сегодня выходит с этого комплекса, он отвечает всем современным требованиям. По качеству он не хуже тех, скажем, материалов, которые у нас ранее использовались. Чистящие средства, ставшие основой антисанитарной обстановки. В Алдане закрылась единственная общественная баня в городе. Наши корреспонденты разбирались в проблеме. Ремонт сделан в бане. Да, Коллектив такая. прекрасный там в бане. Да, люди посещают нашу баню, все хорошие. Вот, ну правда, мы там сроднились как одна семья. Перевооружение завершено. В республиканской больнице номер 2 обновили медицинское оборудование. Расскажем, что закуплено и в каком количестве. Единственный такого класса на Дальнем Востоке вот находится у нас. Это стойка нейрохирургической визуализации, эндоскопическая стойка для нейрохирургов. Уникальность народа заключается в его самобытности. На этой неделе во всем мире отмечали День коренных народов. Наша съемочная группа также прикоснулась к богатству культурного наследия. Есть такие активные люди, сподвижники, которые двигают культуру, двигают свой народ, и им безмерное уважение. Сбербанк повысил ставки по жилищным кредитам. Теперь минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке составит 20%. Связано это с решением Банка России от 26 июля повысить ключевую ставку до 18% годовых. Таким образом, минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20%. Отмечу, что по заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования. Якутия запускает акцию помощи Курской области. Медицинская общественность дала старт акции по сбору и отправке грузов с предметами первой медпомощи для Курской области, население которой подверглось атаке ВСУ. В акции примут участие медицинские организации со всей республики. Груз собран в оперативном порядке в якутских городских больницах номер 2 и номер 3. Также Якутская медпалата приняла решение перечислить финансовые средства в фонд помощи Курской области от имени медицинской общественности. Конечно, мы не остались равнодушными. Мы решили помочь пострадавшим жителям Курской области. Потому что очень много пострадавших, люди просто-навсего бросают свое жилье. Мы решили передать пострадавшим жителям Курской области перевязочный материал, расходные материалы, антисептики, дезинфекционные средства. И к середине следующей недели мы передадим нашу гуманитарную помощь в штаб, республиканский штаб. На этой неделе делегация из Республики Беларусь встретилась с Айсеном Николаевым, чтобы обсудить совместное развитие с Якутией. Одной из главных тем встречи стало машиностроение. Обсуждалось расширение сервисного обслуживания для повышения качества и долговечности техники. Также подняли вопросы поставки пассажирской и грузовой техники из Минска, включая тракторную технику для жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, обсуждалось развитие отношений в сфере продовольственной продукции и товаров. Третьей важной темой стало развитие туристической индустрии, включая посещение внутренних объектов и обмен опытом. Республика Беларусь – один из больших, крупнейших поставщиков в Российскую Федерацию. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы именно сюда, в Якутию, доставлялись самые качественные, самые лучшие продукты из Республики Беларусь. Граждане сегодня большой запрос на внутренний туризм, на посещение различных объектов. Мы видим, что в Республике Беларусь существенно вырос туристический поток, поэтому и обсуждали вместе с коллегами для того, чтобы обмениваться соответствующим опытом. Возможно, открыть прямой рейс для того, чтобы граждане посещали двух стран друг друга.
Ну и, соответственно, это все приумножит прежде всего культурный обмен между нашими странами. Чуть позднее делегация Республики Беларусь посетила крестьянское хозяйство НИИ в пригороде Якутска. Команда во главе с министром экономики Юрием Чеботарем увидела фрукты и овощи, выращенные в суровых якутских условиях. Представители Беларуси также ознакомились с деятельностью предприятия «Саха-Агроплем». Там гостям рассказали про особенности якутских коров и лошадей. Как сообщил министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров, стороны обсудили дальнейшую совместную работу. Показали всю внедренную работу, племенную работу, новые технологии, искусственное семенение быков-производителей. Конечно же, мы рассказали подробную историю племенной работы в целом, про наш генотип якутской лошади, якутского скота, как в целом она образовалась и какой сегодня статус имеет, и какие перспективы имеет. Есть, конечно, точки соприкосновения в части повышения квалификации специалистов по племенной работе. Между тем, якутские фермеры собирают первые урожаи. В этом году на прилавках столичных рынков и ярмарок появились традиционные картошка, капуста, лук и уже полюбившиеся многим якутские арбузы, дыни и кукуруза. Мои коллеги отправились на одну из ярмарок, чтобы узнать об ассортименте и ценах на местную сельхозпродукцию. В августе привозные овощи на якутских рынках начинают соседствовать с продукцией местных производителей. Молодой картофель, лук, перец, а также первые арбузы, дыни и кукуруза и даже клубника уже добрались до прилавков. Помидоры у нас 300 рублей килограмм. Картошка 200 рублей килограмм. Огурцы 150 рублей килограмм. Дыни 250 рублей. Арбузы сейчас продаются уже, покраснели. Выборку делаем, выносим 150 рублей килограмм. Свекла 150 рублей килограмм. Собственно говоря, за всем приезжают, все берут, все берут. Очень хорошо берут клубнику, потому что она местная, видно, не мятая. Вот видите, какая красивая. В будние дни основная торговля начинается после обеда. Многие горожане едут на ярмарку после работы. Якутяне специально выбирают ярмарку, чтобы купить именно местные овощи. Сегодня купил помидоры зеленые. Удобно, их поставил, и потихоньку зреет, и берем, кушаем. Довольно часто приезжаем, берем капусту, морковку, в основном помидоры. Но вот местные помидоры, местная капуста, она отличается от привозной? Конечно, отличается. Чем? Вкусом. Местные вкуснее? Конечно, намного. Фермеры признают, что местные овощи дороже привозных, но и выращиваются они в суровых условиях и требуют гораздо больших вложений, чем овощи и фрукты из южных регионов. Мы топим теплицы с февраля месяца дровами, углем, покупаем воду, поливаем рассаду. Естественно, все подорожало, и у нас, естественно, овощи тоже подорожали. В этом году лето очень прохладное. Буквально несколько дней было очень жарко и вот прохладно, как будто прям глубокая осень. Такая погода. Были даже заморозки. Продукции не очень много, это начало. Мы надеемся на осеннюю продукцию. Это как картошка, капуста. Действительно, цены на местную продукцию выше, чем на овощи из Китая и среднеазиатских республик. Но и вкус, как говорят покупатели, значительно лучше. И именно за него они и готовы платить. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Состоялось открытие промышленной линии по производству щебня и отсева продуктов дробления с крупным речным песком. Группа компаний «Старвей» впервые в Якутске производит щебень фракции 5-20 мм из плотных горных пород. Полученные материалы отличаются повышенной морозостойкостью, прочностью и влагостойкостью. Материалы могут быть использованы в климате северных регионов для изготовления бетона различных марок в конструкциях мостов. Запуск производственной линии позволит улучшить качество строительства жилого квартала «Оленские высоты». Материал, который сегодня выходит с этого комплекса, он отвечает всем современным требованиям. По качеству он не хуже тех, скажем, материалов, которые у нас ранее использовались. Даже по данным якутской ПНИС он даже лучше. Поэтому материалом уже заинтересовались наши дорожники, безусловно, строители. Ну и компания ВИЗ, которая у нас будет строить мостовой переход через реку Лена.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем подводить итоги недели. В эфире программа «День за днем». Дезинфицирующие средства и швабры стали причиной закрытия единственной городской бани в Алдане. Незначительное нарушение могло бы не перерасти в критичную ситуацию, но стремительное реагирование прокурорского надзора загнало в тупик банный вопрос. В теме пробовал разобраться Руслан Павлов. Доместос и туалетная швабра стали спусковым крючком, запустившим процесс закрытия Алданской городской бани. Единственное общественное помывочное заведение в городе является имуществом поселения. Однако ее содержание не предусмотрено ни в полномочиях, а значит и в бюджете города. Поэтому на конкурсной основе баня была отдана в аренду местному предпринимателю, который исправно ее эксплуатировал и предоставлял услугу горожанам. Она убыточная, но я цель, задача, не держу эту баню до последнего и буду держать до последнего, пока работаю, потому что считаю, что это социальный объект. Сегодня по распоряжению мэра баня закрыта. Но почему? Тому стала единственная жалоба в республиканскую прокуратуру проверить общественную баню на соблюдение санитарных норм. Вроде ничего особенного, но дальше события развивались стремительно. Жалоба была спущена вниз по инстанциям, и Роспотребнадзор устроил банный день. На основании требования прокуратуры Роспотребнадзором произведено обследование городской бани, выявлен ряд нарушений, в том числе нарушение дезинфекционного режима, в том числе отсутствуют дезинфицирующие средства, персонал бани не прошел медицинский осмотр, флюорографии, не имеет санитарного минимума. То есть это текущие нарушения, устранение которых не требует временных затрат, а также колоссальных вложений финансовых средств. Не критические требования, да, но тем не менее они переросли в последственный ком. Да. Были выданы предписания, были выставлены требования прокуратуры, где я должен был наказать предпринимателя, который эксплуатирует эту баню, привлечь его будет все равно административное наказание через суд. Да. Он отказался от содержания бани, тем не менее поставил нас перед фактом. А факты таковы. В городе, где летом фактически нет горячего водоснабжения в 85% жилфонда, что является давней отдельной темой, закрыли и общественное помывочное заведение. На заместителя мэра наложен весомый штраф. Ровно такое же административное взыскание получил и арендатор бани и отказался от нее, а у разбитого корыта осталось население. Ремонт сделан в бане, да, коллектив прекрасный там в бане, да, люди посещают нашу баню, все хорошие, вот, правда, мы там сроднились как одна семья. Вы закройте вон какие-нибудь виноводочные магазины, закройте вон эти, что-то еще закройте, ведь это баня, это же, я не знаю, это культурное такое вот место, где люди приходят и действительно отдыхают, нашу банечку. И самое главное, да, что здесь приемлемая цена для всех, нам не надо вот эти сауны, дорогущие, с их вот этими вот такими антуражами, да. Здесь приемлемая цена. Мы сюда все ходим с удовольствием. Мы можем себе это позволить. Коллектив очень хороший в бане. И то, что баню закроют, это просто крах будет. Для Алдана, я считаю, что это просто крах. Это вообще невозможно. Единственную баню на весь Алданский район закрыть, это просто нереально. Так нельзя делать. Волна возмущения уже ложится на бумагу. Любители легкого пара пишут протесты в разные инстанции. Только проблему этим не решить. Нужен грамотный, юридически обоснованный алгоритм действий, который раз и навсегда решит вопрос. Самое главное вот по этим заявлениям от наших граждан необходимо выставить определенную схему наших действий. Первое. Граждане должны обратиться к главе района. После этого он издаст распоряжение, выйдет дальше уже на Министерство муниципальных жилищных отношений. Тогда какие-то действия будут. Потому что согласно 131 закону эти полномочия не вложены непосредственно ни в город Алдан, ни в Алданский район. Необходимо изыскать средства для непосредственной работы данного объекта. В ближайшее время я все равно буду принимать меры о том, чтобы баня
все-таки продолжала работать, приглашая всех предпринимателей, заинтересованных лиц участвовать в аукционе по обслуживанию бани. Впрочем, на подготовку решения нужно время, которого, к сожалению, нет. Если в ближайшие 2 месяца никто не изъявит желания взять баню на содержание, то придут холода, и объект придется законсервировать на зиму. А это значит его потерять. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Между тем, в селе Ойхан Галасского улуса ввели в строй первый дом, построенный по программе переселения. Ключи от новых квартир получили 14 семей. 2 семьи выбрали денежную компенсацию и самостоятельно решили жилищный вопрос. Новый многоквартирный жилой дом 4-этажный. Внутри благоустроенные квартиры различной планировки. Это уже 4-й объект, введенный в эксплуатацию в улусе с начала года по программе переселения. Ранее новоселье отметили в городе Покровске и селе Актемцы. До конца года ожидается ввод еще 2 домов, и оба в селе Кочекадзе. Подъезды очень хорошие, коридор очень огроменный, чистота, уют, домофон. Ну, все устраивает, как в городе. Вид из окна вообще прелесть. Там озеро и река видно, и не солнечная сторона. Но квартира, как видите, большая, и места хватит всем. Но переезжаем вот на днях, и отделка для первого раза нормальная. На год, на 2 пойдет, а потом уже будем под себя перестраивать. В Якутию с рабочим визитом прибыл главный трансплантолог России Сергей Готье. Цель визита – обсудить проблемы трансплантологии и высокую потребность в таких операциях в республике, а также определить основные меры, которые помогут увеличить их объемы. Несмотря на значительную потребность в трансплантациях, регион сталкивается с рядом объективных проблем. Основными из них являются нехватка как родственных, так и донорских органов, что связано с низкой численностью населения. В результате большую часть трансплантаций выполняют в федеральных клиниках. Для того, чтобы увеличить эти масштабы, есть ряд организационных таких движений, которые должны быть предприняты, которые мы обсуждали сейчас. Естественно, наличие специалистов, которые могут работать в этой области. Они есть, опять же, но их должно быть больше. И возможности обсуждались, как сделать так, чтобы трансплантаций было больше. В целом Якутия получит скачок в развитии трансплантологии. Подписано сразу 2 соглашения с Национальным исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Их подписали на совещании, где обсуждали вопросы обучения новых и повышения квалификации уже имеющихся специалистов. Эксперты центра ознакомились с базами проведения операций в Якутии, а также проведут обучающие мастер-классы по пересадкам органов. Будем рассматривать очень широкий спектр вопросов, которые связаны с подготовкой наших пациентов, непосредственно с проведением процедуры трансплантации, да, не только таких органов, как почки, но и печень. На сегодняшний день мы говорим о подготовке к этому направлению тоже, то есть развитие этих направлений. И, конечно же, круг вопросов будет касаться лекарственной терапии. По программе перевооружения в республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медпомощи идет обновление оборудования. На первом этапе закуплена техника для нужд операционного блока, анестезиологов и реанимации. Что закуплено и в каком количестве, расскажет Вероника Таюрская. В 2022 году в республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи был проведен анализ на соответствие стандартов оснащения порядков оказания медицинской помощи, который указал на необходимость модернизации медицинского оборудования. В 2023 году при поддержке главы Якутии и Министерства здравоохранения была разработана программа по обновлению техники, первая партия которой поступила весной 2024 года. На сегодняшний день база больницы пополнилась сверхтехнологичными аппаратами в количестве 38 штук на общую сумму в 243 миллиона рублей. В первую очередь у нас вошли оперзалы и анестезиологическое оборудование, то есть то, где мы непосредственно работаем, без чего мы не можем существовать. В том числе это оборудование нейрохирургического профиля. Вот вы видели, наверное, да, там помимо у нас микроскоп нейрохирургический, он, по-моему, единственный такого класса на Дальнем Востоке вот он находится у нас.
Это стойка нейрохирургической визуализации, эндоскопическая стойка для нейрохирургов. Помимо прочего, это различное эндоскопическое оборудование для других отделений. Ежегодно в Республиканскую больницу номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, госпитализируется около 15 тысяч пациентов с жизнеугрожающим состоянием. Экстренно выполняется свыше 11 тысяч операций. В реанимационное отделение поступает более 5 тысяч человек. Закупленное в рамках программы переоснащения оборудование позволяет проводить нейрохирургические операции за 1,5 часа и сокращает время восстановления. Навигационная система она состоит из высокотехнологичного оборудования, которое совмещается с специализированным инструментарием, который позволяет нейрохирургу спланировать перед операцией, во время операции и интраоперационно вести именно интероперационный контроль самой операции. Так как имеется изображение МРТ, КТ трехмерное, это позволяет нейрохирургу во время операции ориентироваться в расположении глубинном опухолей, так и в послеоперационном этапе объема удаления самой опухоли. Оборудование, поступившее весной, стало первым этапом программы по модернизации Республиканской больницы номер 2. Закупленная техника позволила улучшить качество медицинской помощи и сократить время проведения сложных нейрохирургических операций. Вероника Таирская, Нюргун Старостин, Якутск. К другим темам. НВК «Саха» продолжает запись детских сказок. Сказки озвучены голосами наших коллег, телеведущих, техников, работников дирекции телеканала «Якутия-24». За звуковое и музыкальное оформление взялись продюсер по звуку Станислав Олесов и студентка Жанна Жиркова. Подкасты аудиосказок для детей можно послушать в приложении НВК «Саха» в разделе «Подкасты». Проект реализуется в рамках Года детства в Якутии. На этой неделе во всем мире отмечали День коренных народов. В республике также отметили международный праздник. Участники исполняли танец тотемов, выступали в национальных костюмах и рассказали о своей культуре. Подробнее о программе яркого дня расскажет Дарья Короленкова. Событие по традиции началось с яркого парада и дефиле в национальной одежде. Продолжилось танцем тотемов и ритуалом обряда очищения и приветствия у костра предков. А любая культура вырабатывает свой идеал. В рамках праздника жители города могли принять участие в мастер-классах по декоративному прикладному искусству. Мастер-класс у меня должно быть из сухожилия сделать нити. Нити – это старинные методы. Очень сложно берутся. Я вот заказывала 4 года, в этом году только отправили. Ее надо сначала побить молотком. Оно же высушенное было. Потом надо очень долго мять. Потом надо очень долго вот это разделывать по нити. И потом надо вот прямо на ногах наши бабушки делали. А мы сегодня здесь попробуем. Не упустили возможность посмотреть на выступления местных коллективов и этнические ассоциации из 16 регионов нашей страны. Ими стали участники всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России». Здравствуйте, СНР. Это по-нашему по-челкански «Здравствуйте, СНР». Я из республики Алтай, по национальности челканец. Хороший праздник коренных малочисленных народов и вообще коренных народов. Он у нас проходит, наверное, можно сказать, в похожем формате. Есть такие активные люди, сподвижники, которые двигают культуру, двигают свой народ, и им безмерное уважение. Ну а для того, чтобы узнать подробнее о том, как жили северные народы Якутии, здесь для этого были установлены специальные вот такие вот юрты. Тут можно было узнать всю информацию о родословной народов, о их семье, о быте, национальной одежде, ну и о их культуре. Здравствуйте, дорогие телезрители, друзья, гости. Мы представители лесных юкагиров, поэтому у нас в основном в украшениях присутствует бисер, рыбная кожа. Вот, допустим, вот эти украшения, они здесь из рыбьей кожи. И
лапки гагары или лапка гусей или уток. Главный атрибут у нас у юкагиров – это солнце, сакральный символ, поэтому солнце присутствует у нас вот здесь и тут на плечах, а вот эти бахрома, она отпугивает злых духов. Финалом церемонии открытия стала презентация семей коренных народов Севера «Радуга единства». Напомним, праздник Кочевья 2024 приурочен к Международному дню коренных народов мира. В этот день по всему миру поднимаются актуальные вопросы, связанные с сохранением родных языков и традиционного образа жизни. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.